Итак, Абдулла ибн Мубарак преподавал молодежи. И однажды, и там был человек, молодой парень, который все время мешал. И вот однажды этот человек переехал, молодой парень переехал, и до Абдулла ибн Мубарака довели информацию о том, что этот человек переехал, но Абдулла не возрадовался, он был в печали. Другие же говорят, почему ты не радуешься, ведь он тебе мешал, а сейчас его нету, по сути-то. И тогда он ответил очень мудро. Он говорит: я расстраиваюсь не тому, что человек со скверным характером покинул нас, но расстраиваюсь из-за того, что он покинул нас, не изменив свой характер. Мы должны были помочь этому человеку избавиться от дурного нрава. Находясь так близко к нам, он должен был извлечь пользу. В сущности, это наше упущение. И из-за этого упущения я расстраиваюсь. Раз этот человек покинул нас со своими недостатками, это значит, мы не выполнили до конца своих обязанностей. Мы с вами, по милости Аллаха, держим посты. С наслаждением делаем разговение. Мы с вами читаем намазы иногда со сладостью и не желаем выходить из них. И скучаем по этим намазам. Мы с вами иногда слушаем лекцию, на джума бывает, вне джума, и усиливаемся, укрепляемся, становимся сильнее. Богобоязненность у нас крепнет. Но стоит нам выйти из этой стези, стоит нам выйти наружу, в мирское, мы начинаем погружаться в мирское. Зарабатываем деньги, имущество. Это я построил, это я сделал, это мой бизнес, это мой дом, это мое, это я. И теряем вот эту сладость. И один из способов, который мы будем разбирать сегодня, а в следующий раз другие способы, сохранить эту искренность в наших сердцах, это игнорировать свое «я», игнорировать свой нафс, унижать его. Как бы это ни показалось странным, но именно одна из важнейших причин того, что мы теряем искренность, это как раз-таки мое «я». Это наш нафс. Это я сделал. Это я. Это я. Подражание, послушание своего нафса. Я так хочу, а это я так хочу. Не фильтрую, что разрешено, а что не разрешено. А по большому счету, кто я такой-то? Ну кто я? Температура чуть повысится, с кровати встать не могу. Начинаешь кашлять, закашливаться, слова сказать не можешь. Придет время уходить из жизни, умрешь. Твое имущество и, извините, там деньги тебя не возвысят от этой бетонной плиты, если она должна упасть на тебя или на меня. Деньги не нырнут за тобой в воду и не вытащат тебя. Как это бывает в фантастических фильмах, наверное, пока такого не видел. А что думают, особенно чувствуют те бизнесмены, у которых все было хорошо, которые думали, что все в их руках, это в наших руках, все, я контролирую, я бизнес, все, надо так сделать, надо так сделать. Не важно, что они делают. Важно, конечно, что они делают все это усиленно, с большими усилиями, но плохо то, что внутреннее убеждение, что все зависит от них. И в один момент бизнес просто исчезает. В один момент человек теряет абсолютно все. И вот в этот момент человек начинает ощущать: слушай, оказывается, не все в моих руках-то. Вот это чувство, оно намного важнее, иншаллах, пред Аллахом, чем весь заработок, который мы с вами зарабатывали за весь предыдущего, до этого краха. Потому что с таким ощущением должен ходить каждый человек и каждый бизнесмен. Да, от меня все, что зависит, но всецело внутренняя убежденность, что все в руках Аллаха, не в моих руках. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нуждался в Аллахе. Мы с вами читаем суру Аль-Фатиха каждый день в намазах. «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Только Тебе я поклоняюсь и только у Тебя прошу. То есть, о Аллах, если Ты мне не поможешь, я не смогу Тебе поклоняться. Сколько людей
на сегодняшний день не на джум'a намазе. Это милость Аллаха, что мы здесь. Это милость Аллаха, что мы читаем джум'a намаз. И если не милость Аллаха, то мы с вами здесь не были бы. Даже более того, мы же с вами не выросли в городе или в стране, где азаны кругом. Нет. Наши родители жили в период, где был коммунизм, атеизм был. Это же чудо как-то. А мы, дети и внуки, мы вот читаем намаз. Поэтому наше поклонение – это подарок Аллаха нам. «Ля хауля ва ля куввата илля билля». Нет ни у кого мощи и силы, кроме как только у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть нету у нас сил удержаться от грехов. Нет у нас сил читать пятикратный намаз, кроме как только с помощью того, кто любит нас больше, чем все люди на земле. Все вместе взятые. Аллах Субхану Тааля говорит про пророка, один из, то есть самый лучший, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, самый лучший человек в мире. Если бы мы тебя не подкрепили, пророку, если бы мы тебя не подкрепили, пророку, у которого шайтан принял ислам. Для каждого человека один есть шайтан, один ангел. У пророка его шайтан принял ислам. И ему Аллах говорит, если бы мы тебя не подкрепили, ты бы склонился в их сторону, в сторону язычников, представляете? Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я нуждаюсь в Аллахе, и вы нуждаетесь. Мы все абсолютно нуждаемся. И этот аят говорит о том, что Аллах Субхану ва Тааля помогает одержать победу. И этот аят говорит о милости Аллаха Субхану ва Тааля. И этот аят говорит о том, что в наших руках ничего нету, и наши сердца подобно перу, которое спускается с неба вниз, и он крутится. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Я мукаллибаль кулюб». О переворачивающие сердца, «Таббит кальби аля диник», укрепи мое сердце на твоей религии. Потому что сегодня человек может заснуть верующим, проснуться неверующим. Не дай Аллах. Потерять такое благо в виде веры. «Кулиллахумма маликуль мульк». تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Скажи: о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого пожелаешь. Все благо в твоей руке. Воистину ты способен на всякую вещь. Али-Имран, 26 аят. Если мы это будем понимать, значит, в наших сердцах будет убежденность в том, что все в руках Аллаха, и мы будем бояться совершать грехи. Потому что просто, к примеру, скажу, это безусловно несравнимо, просто чуть-чуть, чтобы понять. Вот у нас сын, например. Мы сыну дали машину поездить. И если мы видим, что сын ездит на машине безалаберно, просто не контролируя. Одно дело, если случайно ударился, а другое дело, если просто халатно относится к машине, что мы сделаем? Нормальная реакция человека. Заберем эту машину у него. Так Аллах Субхану ва Тааля дал нам благо намного больше, чем эта машина. Это вера, это иман. И мы должны вцепиться в нее. Мы не должны этого терять. И должны быть благодарны Аллаху, когда мы видим кого-то в грехах. За что? За то, что Аллах не сделал нас из тех, кто совершает этот грех. Видя того, кто пьет, радуйся тому, что Аллах тебя уберег. Видя, извините, женщин легкого поведения, которые стоят на улице, радуйся, что ты не такая, что Аллах тебя берег. И в то же время, как минимум, попроси у Аллаха за них, чтобы Аллах открыл их сердца и наставил на праведный путь. Ведь даже к фараону Аллах Субхану ва Тааля отправил Мусу, алейхиссалям, тому, кто совершил абсолютно все преступления страшные, и сказал: иди к нему и говори благое слово. Поэтому дела от людей нужно разделять, и за людей нужно просить, чтобы Аллах наставил на праведный путь. Казалось бы, вроде появляется страх, а вот да, не в наших руках, да. Не только вера, абсолютно все не в наших руках. И альхамдулилля, что не в наших руках. Это милость Аллаха, что вера не в наших руках. Мы ее завтра потеряем.
Почему? Потому что Аллах в Коране говорит: «Вама кана Аллаху лиюди'а иманакум, инна Аллаха бин-наси ля-рауфур рахим». Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину Аллах сострадателен и милосерден к людям. Аль-Бакара 143. Умар ибн Хаттаб рассказывает, что к посланнику саллаллаху алейхи ва саллям привели пленных. И среди них была женщина, которая искала своего ребенка, она его потеряла. У нее нет машины, у нее нет квартиры, у нее муж, наверное, в сражении умер. И единственное, что у нее было, это ребенок. И она его потеряла. И вот, ища ее в поисках ребенка, она нашла. Прижала к груди, начала его кормить. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает: «Атурауна хадхи тариха валядаха финнар ва хия тақдиру аля ан ля татраха». Как вы думаете, способна ли эта женщина бросить своего ребенка в огонь? На что сподвижник клянется Аллахом: конечно, нет. И тогда Аллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Фаваллахи илляхи архаму би'ибадихи мин хадхи би'валадиха». Аллах более милостив по отношению к своим рабам, нежели эта женщина к своему ребенку. Хадис приводится в Аль-Бухари и Муслиме. Аллах субхану ва тааля является защитой и гарантом нашей веры. Если мы искренне в религии, если мы искренне в своих делах, если мы реально понимаем, что все в руках Аллаха, если мы подавляем, игнорируем свой нафс, свое «я», то, естественно, вера наша не пропадет, она будет лишь процветать, и искренность будет увеличиваться. Вы помните, когда Муаз, радиллаху анху, пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Усыка я Муаз, я тебе дам наставление, о Муаз. Ля тада'анна фи дубари кулли саля». Не забывай после каждого намаза сразу же говорить: «Аллахумма а'инни аля зикрика». О Аллах, помоги мне в том, чтобы вспоминать Тебя. Ва а'инни аля шукрика. И в благодарности Тебе тоже помоги. Ва хусни ибадатик. И в улучшении Тебе поклонения тоже мне помоги. А'инни, помоги, означает: Аллах, помоги нам. И стесняться просить Аллаха об этом не нужно. Этому учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому давайте не будем забывать после каждого намаза просить. Просить Аллаха с помощью дуа. Просить Аллаха с помощью своих благих деяний. Потому что когда мы относимся с ценностью или ценим свою веру, которую Аллах нам даровал, мы, значит, будем стремиться совершать больше благих деяний. Ведь если тебе подарили машину, ты эту машину ценишь, ты пыльки с нее стираешь, моешь каждый день, правильно? Чуть ли не до дыр. Ухаживаешь за машиной. Это же всего лишь предмет. Сегодня есть, завтра нет. А здесь речь о вере идет. Значит, за ней нужно ухаживать, поливать зикрами, дуа, поступками, словами, действиями, советами, чем можем на пути Аллаха субхану ва тааля. На пути Аллаха, и с целью поднять имя Аллаха субхану тааля и слово Аллаха, и также в благих деяниях. Потому что с каждым благим деянием, которое совершает верующий человек, он этим поднимает слово Аллаха. Он работает над тем, чтобы слово Аллаха было выше. Потому что совершает его верующий. Помог кому-то. В глазах этого человека, который знает, что ты читаешь пятикратный намаз, в глазах его ислам поднялся выше, потому что ему помог. Поэтому не нужно думать, что просто помощь кому-то – это какое-то легкое дело. Нет, это дело, за которое будет большая награда, иншаллах. Потому что в этом деле есть стремление и цель возвысить слово Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Поэтому да Аллах субхану, что мы с вами об этом не забывали. А возвращаясь к нашему рассказу про Абдуллаха бин Мубарака, мы можем понять, что даже не то, что там себя, да, не то, что других, мы не в силах изменить людей, безусловно. Так что мы иногда работаем над людьми, разговариваем, объясняем, но мы забываем просить у Аллаха субхану ва тааля. Даже за детей. Мы разговариваем с детьми, объясняем им, но нужно просить у Аллаха, чтобы Он сделал их из тех, кто будет читать намаз, чтобы Аллах сделал их из искренних рабов Ему, чтобы Аллах сделал из них тех, кто будет молиться за нас. Мы обращаемся иногда, вектор не туда направляем. Мы вектор направляем иногда на своих детей. Мы думаем, ждем от них. Так не о них ждать надо. Надо ждать от Аллаха, что Аллах их сердца исправит, что Аллах сделает их сердца праведными, что Аллах сделает так, что они не будут забывать за нас просить после каждого намаза. Вектор туда, к Аллаху субхану ва тааля. А если получилось совершить благое деяние, как мы, если только изменились, то нужно вцепиться в это благое деяние, естественно, и совершать его еще больше и постоянно, потому что Аллах Та'аля любит постоянные деяния. Поэтому, возвращаясь к себе, к тому, кто мы такие, я никто.
Без Аллаха я никто. Вот отношение к своему нафсу. Вот отношение к своему я. Созданы из 2 капель. 2 капли. Я никто. И в руках моих ничего нету. Все тотально в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Все в Его руках. Все зависит от Него. Результат зависит от Него. Не в наших руках. Мы настолько слабые. Может кто-то спросит себя, неужели мы настолько слабые? Да, мы настолько слабые. Сомневаешься? Часто говорю, и еще раз скажу, сходи в РКБ, в травматологию, посиди 15 минут просто, понаблюдай. Каждый, кто зайдет со сломанной ногой, с разбитой головой, они же не сами себе специально головы разбили. И ты ощутишь, насколько мы слабые люди. Мы слабые реально. И все в руках Всевышнего Аллаха. Но тут открываются две дороги ошибочные. Кто-то может подумать, ага, раз все в руках Аллаха, значит, я верю в руках Аллаха, значит, я буду пассивным. Да нет, дорогой мой, наоборот. А раз не в твоих руках, скажи «Альхамдулилля». У нас говорят же иногда, береги себя. Да нет, Аллах согласен, ты что, я себя не уберегу. Пусть лучше Аллах бережет меня. И здесь тоже Аллах Субхану ва Тааля является гарантом того, что твоя вера не пропадет, если мы искренни. Он является гарантом, что вера не пропадет, если мы будем искренними. Он является гарантом того, что результат в каждом нашем деле будет таким, которым является благом для нас. И он будет, лишь нужно делать причину. Потому что когда за тобой большая и сильная поддержка, ты становишься еще более активным. Так где поддержка больше, чем Аллах? Поэтому это не к пассивности, а наоборот, к еще большим действиям. И второй момент, чтобы человек не понял по-своему и не ушел в заблуждение, когда мы говорим, что мы унижаем свой нафс, свое «я», это не означает, что мы ущемляем свое достоинство. Достоинство верующего человека выражается в том, что он не стесняется выполнять приказы Аллаха. Так, например, мусульманка не стесняется закрываться как положено. Так, например, мусульманин, когда приходит время намаза и рядом нет мечети, он не стесняется постелить коврик и прочитать намаз. Люди не стесняются на улице, простите меня, ходить чуть ли без нижнего белья в одном ремне, не пойму, ремень это или юбка. Не стесняются. Не стесняются там совершать действия, на самом деле страшные такие, унижающие достоинство человека. А что, прочитать намаз? Это какое-то низкое действие, что ли? Да нет. Поэтому достоинство верующего сохраняется. Мы уничтожаем, игнорируем свой нафс, свое «я». Тем самым мы понимаем, насколько мы слабы и насколько мы нуждаемся в Аллахе. И самое интересное, что когда в отношении с людьми человек может подумать, что я нуждаюсь в этом человеке, а получу, не получу от него поддержку, неизвестно, то в отношении с Аллахом, если мы нуждаемся в Аллахе, поддержку от Него мы однозначно получим. 100% это правило этой жизни. Просто это не всегда будет так, как мы хотим. Оно будет так, как для нас лучше. А достоинство свое мы всегда должны сохранять. Дай Аллаху Субхану Тааля, чтобы мы с вами были из тех, кто игнорирует свой нафс. Дай Аллаху Субхану, чтобы мы были с вами из тех, и наши дети, и наши жены, и наши сестры, были из тех, кто понимали, что все в руках Аллаха. И мы не должны терять этот неоценимый дар в виде веры. И поэтому должны стремиться цепляться за каждое благое деяние, которое Аллах нам дает возможность совершить. Субханака Аллахумма бихамдик, ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.